Анастасия, Мария, Валерия. У этих девочек одна мечта – научиться ходить самостоятельно. Валерия уже делает первые шаги. Она учится в 7 классе, любит рисовать и хочет стать стоматологом. Любимые предметы – английский, русский и история. Ты вот на английском можешь нам что-нибудь сказать? Вот ты любишь английский. Hello, my name Lea. В 2017 году Валерии провели 3 операции по реконструкции стоп. Ей было рекомендовано проходить реабилитацию каждые 3 месяца, чтобы встать на ноги. Однако врачи не давали надежду на то, что она сможет ходить самостоятельно. Но чудо произошло. Девочка прошла 4 курса реабилитации у тераписта Республиканского центра Еревана Армины Чапурян. И во время последнего курса она смогла пойти без помощи и поддержки. Чтобы закрепить и улучшить результаты, занятия нужно продолжать. У Леры уже четвертый курс, как занимаюсь. Они в Ереване тоже занимались. Первый курс там было, потом 3 курса здесь. Уже, видите, самостоятельно ходит, поднимается. Это очень сложно. Чем старше, тем тяжелее, чтобы вот все это восстановить, чтобы ходили дети. Ну вот, с Лерой все получилось. Мария Кисян очень активный и позитивный ребенок. Еще 2 года назад она не могла самостоятельно сидеть, ходить, говорила отдельными словами и сильно отставала от сверстников. Девочка прошла реабилитацию в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь она может без поддержки стоять несколько часов в день. Сейчас Марии 9 лет, и в этом году она собирается в 1 класс. Ну, очень хорошие у нее успехи. Уже лучше стоять стала, сама держаться, стоять. Но она активная очень, всегда улыбается, всегда всем рада. 1 класс пойдем сейчас, начнем ходить. Ждет школу, да, как бы ходили, на подготовку ходим, но она очень любит разговаривать, очень такая болтливая девочка. А любознательная Анастасия самая младшая среди девочек, ей 5 лет. Она играла с девочками, старалась с ними общаться, но постоянно звала маму и не упускала ее из виду. Девочка уже прошла несколько курсов реабилитации, но все еще не может держать спину и ходить. Результаты у нас хорошие, ничего не могу сказать абсолютно, кроме как радостных моментов. Мы пришли, у нас ручка была более такая под тонусом, очень зафиксированная, то есть она не поддавалась абсолютно ни под какие работы. Но я, видимо, как мама так старалась, но влияние Армины, конечно, больше физически удалось проработать ей. Мы стали вот уже крепление, то есть на пол ручки ставит, она выпрямляет, и есть результат хороший. Желание есть в ней, есть это все стремление, но главное, чтобы мы, как родители, как народ, который нам может помочь, не отстали и добились дальнейших каких-то результатов. ДЦП – это не приговор. Анастасии, Марии и Валерии нужно продолжать реабилитацию, чтобы закрепить полученный результат. Терапист Республиканского реабилитационного центра Еревана Армины Чапурян в Абхазии не 1-й раз. И сейчас она находится в Сухуми и ведет девочек. Стоимость курса лечения – 235 956 рублей. Конечно, если смотреть в сравнении, это намного дешевле, чем если бы мы отправляли деток с выездом на реабилитацию. Когда мы отправляем на лечение, допустим, одного ребеночка, 200 – это минимум на реабилитацию. Есть, где мы 350, допустим, собираем, а тут разом она берет просто в разы меньше. Чем данная реабилитация отличается от той, которую они могут получить в Абхазии, это то, что Армине занимается с детками по методу боботерапии. Помочь Анастасии, Марии и Валерии можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварасхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.